Здравствуйте, уважаемые зрители! Тема сегодняшнего видео – что к вам спешит. Видео актуально как для мужчин, так и для женщин в любой момент на момент просмотра видео. Мужчины, пожалуйста, переворачивайте информацию на себя. Для начала, по традиции, мы посмотрим ваш портрет, кто вы, кто пришел на расклад, и если с вами резонирует, то продолжаем смотреть дальше. Если не резонирует, ничего писать не нужно, вы можете посмотреть другие видео на нашем канале или на канале других авторов. Гадать сегодня мы будем на данной колоде, которую вы сейчас видите на экране. Продолжаем наш расклад. Сейчас расслабьтесь, ни о ком и ни о чем не думайте. Думайте только о себе. Посмотрим ваш портрет, вашу характеристику. Кто вы, кто пришел на расклад. Здесь или одни и те же смотрят люди, да, именно проигрывается то, что я и говорила раньше. Здесь человек прошел какие-то сложные отношения, связанные с обманами. Могло быть какое-то предательство от какого-то человека, где вы возобновляли снова отношения, пускались в эти отношения и опять-таки расставались. Также здесь кто-то находился в отношениях, где закрывали на что-то глаза, с чем-то вы смирялись. Но вы, я бы сказала, в душе терпели эти отношения. И вы понимали, что этим отношениям может уже прийти конец. Человек здесь показывает тот, который всегда дает шанс, идет навстречу. Но здесь очень много обмана. Здесь очень много вы кого прощали. Прощали обидчиков, прощали людей, которые не заслуживают к себе какого-то доверия, какого-то уважения. Но вы на что-то соглашались все же и опять получали. В итоге, да, здесь показывают, остались только какие-то сложные воспоминания. Также, в принципе, вы человек добродушный, приятный такой, общительный, коммуникабельный можете быть. Стабильный. На сегодняшний день стабильный. А раньше вы могли пускаться знаете, одевать эти розовые очки, пускаться в какие-то отношения, которые сомнительные. Для себя сейчас нашли дорожку, путь, выход, возможно, даже решили как-то тут свою ситуацию, возможно, даже вышли из отношений и стали более надменны, холодны. Человек здесь как сказал, так и сделает. Такой практичный, человечный. Сейчас устремлен в какие-то заработки, финансы, в свою стабильность, в себя. Обрел силы после обманов, после каких-то сложных отношений. Я бы еще сказала, что вы человек, который, да, умеет прощать, но все же потом, рано или поздно, здесь башня происходит. Развал, расход, развод, разъезд, отрубила и больше не пускаю. Вот так вот. Вы от кого-то ушли, но сейчас кто-то о вас может сожалеть, да, что вы ушли. Знаете, сейчас даже вас вспоминают хорошим словом. Кто-то, может, нет. Но это слабый человек, а кто-то именно хорошим словом. В душе понимает, какая вы прекрасная, какая вы добрая, сияющая. Вы давали свет, вы давали жизнь, вы давали, возможно, даже какое-то движение вперед, подсвечивали. А человек это не воспринимал всерьез. Сейчас через разрушение вы снова трансформировались. Возможно, даже кто-то уже не хочет вступать в отношения. Он понимает, что следующие отношения могут быть такими же. Или же в целом сейчас можете смотреть, наблюдать за окружающими парами, мужчинами. В целом противоположный пол. Если смотрят мужчины, женщины, например, да, если женщины смотрят, то на мужчин смотрите именно, что все такие, все одинаковые. Нет смысла сейчас вступать в какие-то отношения. Хотя в душе очень хотите настоящих теплых чувств, как в сказке. Вы очень активны по жизни. Не любите вы, когда вами играют. Да, а кто это любит? И вы, знаете, еще так даете шанс, даете даже людям какой-то пинок волшебный. Это может быть даже и отношений. Но человек, если не берет возможность, вы уходите. Вы не собираетесь тащить на себе какое-то старое вонючее одеяло. Здесь, возможно, даже отношения бросали первое вы, оставляли.
уходили вот как оставляя чемодан без ручки. Также вы человек, который потерпел в жизни много слез, особенно в прошлом, горе какое-то было. Кто-то здесь пережил чью-то смерть, тяжело удалось, и здесь мог быть стресс. На фоне этого, да, могло даже что-то образоваться, может быть, тяжело болели или не могли выйти из депрессии. Здесь также могли быть, в принципе, в жизни какие-то потери, но за потери вы чего-то здесь получили. Получили какой-то шанс на продолжение жизни, на, я бы сказала, еще на какие-то возможности. Также впереди у вас какие-то светлые идут возможности, связанные, возможно, даже с вашими деньгами. Что касается чувств, здесь сложно сказать, что что-то вот именно сейчас около вас есть. Здесь есть какие-то трудности внутри. В целом, что вам вообще не до чувств и эмоций. Плюс еще присутствует недоверие. Также вы человек, который очень часто подвергался вот какому-то нападкам чьим-то, может быть, физического, телесного насилия, да, вот такого рода. У кого-то здесь могли остаться какие-то, может быть, ранения, да, или шрамы. Также здесь могло быть и еще, что внутренние шрамы еще не зажили. Вы еще помните, возможно, даже не с очень хорошей стороны вы вспоминаете прошлые какие-то отношения с кем-то. Вот так. Но я бы еще тут сказала, да, что вы человек такой предприимчивый, который легко самовосстанавливается. И вы скорее или родились в троечку, пятерочку, девяточку, 22, 24 числа. А также здесь могут числа данные подсвечивать вам на ваше будущее, в том плане, что в одну из данных дат или в нескольких даже датах из этих дат могут произойти какие-то очень важные судьбоносные события в вашей жизни. В принципе, здесь вы можете замечать из этих чисел какое-то число на постоянной основе. Смотрим дальше. Что к вам спешит? Думайте сейчас только о себе. Никого не загадывайте, только о себе. Вот какая-то стабильность. Стабильность даже в будущем. То есть здесь у человека будет что-то такое закоренелое, уже стабильное. То, за что вы боролись, или за то, о чем вы в прошлом строили планы. Вот это вы получите и будете чувствовать себя стабильно. Я бы даже сказала, очень основательно. Где вы выступаете в роли вот «я это заслужила, я это заработала, я это получила, я хозяйка чего-то». Да, вот здесь такое идет. Будете чувствовать уверенность в завтрашнем дне. Здесь человек, который может сам себя в чем-то обеспечить, ни в ком не нуждается. Также вы, возможно, знаете, скорее вы кому-то можете помочь, да, у вас будут настолько хорошо идти дела, или вы будете в таком ресурсе, что вы будете помочь, да, вот так скажем, или сможете помочь. Я вижу, у вас появляется мужчина около вас, сильный, целеустремленный очень. Тут не один мужчина, два мужчины. Один мужчина, вот как будто бы, знаете, вы сами почувствуете, что это не ваш человек. Это скорее расклад для одиноких сердец, больше подойдет. Потому что здесь показывают одинокую женщину. Та, которая от всего отказалась, ушла, касаемо чувств, эмоций. Она пошла к своим целям, к своим каким-то делам. И сейчас она решает вот какие-то дела, связанные, может быть, с карьерной деятельностью, с бумагами. Также здесь нововведения какие-то могут быть. А мужчина здесь и один, и второй. Вот сначала один появляется, через какое-то время второй появляется. Вот тот, который второй появится, вам будет совершенно неинтересен. Скорее вам будет вот тот первый более интересен и надежен.
Да, он сразу будет говорить о своих каких-то планах, серьезных планах, целях. И знаете, здесь почему такой вопрос в воздухе стоит, подождать. Это скорее вот от второго мужчины. Второй мужчина будет говорить, подожди, вот подожди, да, что-то вот он сделает, а потом, например, уйду от жены, и мы будем жить счастливо. Да? Или подожди, я сейчас заработаю, и мы построим дом. Вот что-то, какие-то такие обещания, но это все воздух, это игра ради получения чувств. Он хочет от вас, вот второй мужчина, да, получить какие-то чувства. Также здесь постель, также здесь проходит обман, он врет, да, он понимает, что он ничего не получит. Здесь нету сил и ресурсов. Мужчины, в принципе, знаете, вот какая-то каша на киселе, вот как-то так, на воде. Здесь сама жизнь расставит все над «и». И, скорее всего, даже вы сами закроетесь от данного человека. Почувствуете, что это просто не ваше. Не ваше, или то, что вас обманывают. Также может случиться какая-то такая ситуация, которая проявит во внешний обман. Его обман. Поэтому здесь я не вижу, что вы переживаете. Вы, знаете, вот как-то вдохновлены, что за вами ухаживают, на вас смотрят. Вы таинственная, загадочная, интересная женщина. Также знаете, почему смотрят на вас? Потому что вы остаетесь загадкой. Или вы при знакомстве, при общении чего-то не договариваете, вот сами этого не понимая, да, вот как-то вы так общаетесь определенно, что оставляете за собой такой шлейф, след, подумать вернее. Поэтому мужчина задается каким-то вопросом, и вы становитесь все больше и больше интересной. Или появилась и пропала, да, как мужчины вот любят в качельке, так и женщина появилась, пропала, а потом внезапно снова появилась, а потом пропала, да, тоже опять-таки загадка. Могут думать о том, что вы манипулируете или играете на чувствах. Что к вам спешит? Положительные новости, связанные со здоровьем. Здесь почувствуйте эффект. Те планы, которые вы строили раньше, здесь, вот знаете, внутри вас пройдет такая черная кошка, но в хорошем смысле пройдет, да, когда вы скажете, что вам это все вообще не нужно, а вы на это строили планы. Вам нужно совершенно другое. Здесь или реконструкция будет вообще ваших планов, да, по-другому как-то вот переделаете планы. Хотели, например, поехать на море, а скажете, а проведу-ка я лето где-нибудь на природе, да, вот совершенно наоборот. Или вообще в целом измените свои планы на что-то более такое лучшее, интересное. Поэтому здесь скорее вот просто, знаете, даже вам будет то, что вы думали, загадывали раньше, планы, вы о них и вспоминать не хотите. Или вам уже не представляет это какого-то интереса. Я вижу здесь, знаете, вот, может быть, кто-то вас на это натолкнет, на какую-то мысль определенно, когда вы будете думать, а зачем мне это надо? И на самом деле, да, я была бы не права, если бы я сделала это, поехала туда или сделала что-то. Вот тут какие-то планы. Может быть, рисовать хотели, а тут пойдете в музыкальное, вам больше там привлекают. Вот так вот. Так, что еще? Что к вам спешит? Ой, опять 25. Вот в каждом раскладе у нас в любом случае, да, вот какие-то такие энергии, именно чувства бывших, да, вот хочу вернуться. Здесь человек или играет эмоциями, или вот продавливает вас, чтобы вы склонились, посочувствовали, возможно, даже вот как-то протянули руку помощи. Но когда почему-то вам нужна рука помощи, помощь какая-то, да, этого человека рядом нету. А вы вот, да, почему-то он надеется, что все же в чем-то поможете протянуть. Давайте посмотрим, что вы. А вы здесь гуляете с другим или общаетесь с другим? Да, вот как-то вам вообще, у вас загораются какие-то новые отношения, новые знакомства. Это может быть подруга даже, вам не до этого человека. Здесь, знаете, особо вы подпускать-то и не будете. Не потому что вы не будете, вам в принципе плевать. А с другой стороны, у вас есть какое-то такое дело, отвлеченность на кого-то. Это могут быть и отношения какие-то, да, которые отвлекают вас, ваше внимание.
от того бывшего. Бывший скорее может даже заявиться, знаете, с каким-то подкупом. Пойдем в ресторан или съездим куда-нибудь на выходные, отдохнем, да, там в горы на лыжах покатаемся. Ну, у каждого оно свое тут. И, знаете, вы здесь особо не будете этим интересоваться, вам будет неинтересно. Вы какая-то вот другая, вот честно. Даже, вот знаете, отказываетесь от каких-то планов, потому что на самом деле здесь все меняется. Скорее, это у вас трансформация идет. Потому что вы раньше это любили, например, а сейчас вам это не интересно. Также и с бывшим. Ну, как-то все спокойно. Спокойно, без каких-то скандалов, бури эмоций, плачей, слез. Нет. Здесь не вижу этого. Вам как-то в душе спокойно, и вы вот воспринимаете уже все, как, знаете, спокойно, как удав. Вот так вот, да, или кожа, как у носорога. Уже ничего не пробивает. У вас есть что-то такое интересное. Можете поделиться в комментариях, чем-то вы занимаетесь. Что еще к вам спешит? Ну, сразу скажу, здесь карьера. Карьера, перспективы. Какие-то еще будущие планы, построение этих планов. Скорее вы чувствуете жилку. Здесь человек может резко взять для себя фартовое место, работа, да, будь что угодно, деятельность. Также я бы сказала, здесь кому-то в чем-то скоро подфартит. Подфартит. Раньше бы вы в этом сомневались. Но вы ждете, вы понимаете, что сомнений нету. Здесь на 100%. Здесь на 100%. Здесь, знаете, даже вот вы раньше имели представление о жизни совершенно другое. И с точностью здесь вот вам напоминают, что... Да и вы сама здесь понимаете, что я жила как-то неправильно раньше. Или вы не знали какую-то информацию, о которой вы узнаете только сейчас. Вам уже может быть и 50, да, и 45. И вы понимаете, что если бы мне сказали это в молодости, да, моя жизнь была бы совершенно иной. Возможно, в большей степени даже лучше, да, вот как-то так. Кто-то может видеть те ситуации, которые происходят сейчас, та информация, которая дается вам сейчас, именно с пользой подачи обучения. И вы понимаете, что, опять-таки, да, если бы раньше эта информация была у меня, то я была бы в выигрышной ситуации, я бы чего-то не потеряла. Здесь появление сил у вас и энергии на что-то после затяжного периода или после даже вот какой-то не обязательно депрессии. У кого-то могла быть депрессия, у кого-то вот пауза, остановка, не было работы, сидела дома или не хотелось работать, или же, да, вот была сонная какая-то. А вот сейчас появилась энергия, появились силы. Вам захочется... Тут сразу все переделать. Дом, работа, проекты. Здесь может быть, например, и дом. Да, в доме что-то починить, сделать, там, может быть, виды изменить и так далее. На рабочем месте тоже. Здесь очень много энергии появляется. И у человека, да, возникает желание творить. Да, помимо этого вы начнете, может быть, чем-то заниматься или увлечение. Да, это может быть хобби какое-то, что вы захотите чего-то там творить. Здесь, кстати, могут возобновиться отношения с какими-то людьми, которые придадут вам тоже силу, энергию, подтолкнут на что-то. У кого-то здесь появятся какие-то отношения, эмоции, приятные эмоции. Здесь могут даже быть, в принципе, отношения, это какие-то знакомства с интересными людьми. Здесь какое-то бурное общение. Здесь даже, вот знаете, как будто бы прошлой жизни у вас и не было. У вас появляются помимо данных людей и еще дополнительно какие-то возможности. Я вижу здесь человек рад. Здесь еще может быть так, то, что вы делаете, принесет огромные плоды. Да, то, что вы делаете, принесет огромные плоды. То, что у вас в планах, обязательно сбудется. С помощью вашей силы, с помощью энергии. Здесь приходит какая-то энергия. Здесь не заставят себя ждать и вот какое-то именно счастье. Счастье в любви. Может быть. Даже от вас будут зависимы кто-то, да, вот не сможет вас оставить в покое. Смотрите. Здесь вы королева бала, вы здесь управляете. Вы даже, знаете, почувствуете себя на
пике роста или почувствуете себя в стабильном положении, да, у вас вот, например, под попой лежит соломка, да, вы хорошо сидите, у вас все получается. Здесь показывает еще то состояние, когда ты не думаешь о завтрашнем дне. Да, вот как-то ты знаешь, почему-то уже уверена, что именно завтра будет все хорошо. Здесь даже кто-то уже всего навидался, всего наслышался, побывал в разных таких сложных каких-то острых ситуациях, что сейчас на самом деле вас уже ничего не пробивает. Складывается еще такое чувство, что именно вот в середине жизни начались какие-то у вас расколы и неприятности. Могли быть даже ситуации экстренные, острые, которые вот чуть ли не хватаешься за сердце. Но сейчас ситуация выровнялась. Благодаря тому, что вы выросли, ментально выросли, духовно выросли, да, вы о чем-то очень хорошо понимаете, к чему это идет, к чему приведет и так далее. Что к вам спешит. Тут какое-то, смотрите, серое здание или серого такого цвета, цвет мокрого асфальта. Вот там начнутся какие-то действия происходить. Это может быть даже государственное какое-то учреждение, да, или в принципе какое-то учреждение. Вот после этого здания как будто бы жизнь меняется опять на до и после, да, еще лучше становится дела. Колесо фортуны. Такое чувство даже вот, что в этом здании, или, например, скажу так, вы получили документы, паспорт. Может, это даже официальное, да, какое-то здание. Получили паспорт. Этот паспорт вам дал право, дал шанс, дал еще что-то, возможность на что-то. То есть то место, где вы будете находиться, после него пойдут какие-то возможности. Я вижу, да, такое состояние, мне даже не верится. Вот будете стоять или около этого здания, или вспомните потом, на что вы посетили это здание. Что даже не верится. На самом деле ситуации будут складываться таким образом, когда все у меня получается. И с таким спокойствием, да, вы даже уже не нервничаете, как вы бы бегали раньше. А вот сейчас вы вот как-то спокойно все выполняете, делаете. И все получается при том, да, и здесь виден какой-то, может быть, эффект. Здесь показывают именно возвращение из прошлых людей для восстановления отношений. Здесь не только любовные, здесь может даже быть люди из прошлого, да, знакомые, подруги и так далее. Они несут в себе какую-то интересную информацию для вас, связанную с сознаниями для улучшения вас. Это дает вам какие-то перспективы. Здесь, в принципе, я могу сказать положительный, очень положительный расклад. Здесь показывают женщину, которая, в принципе, да, ни в чем таком не нуждается. Она справляется совсем легко, просто, да, у нее есть какие-то навыки и получает из этого какие-то ресурсы. Здесь кто-то может даже обзавестись кошечкой, собачкой, да, хомячком, кроликом там, и так далее. Захотелось, вот загорелось, или вы засмотритесь на какое-то животное, вам тоже захочется. А возможно, здесь кто-то и приобретет, поселит у себя кого-то. Вот так вот. Птичку, может быть, попугайчика. Желаю всем удачи и всего самого-самого наилучшего. Благодарю всех, кто был сегодня с нами на раскладе, кто поддерживает наш канал. И до встречи в следующих видео на канале Ведаскара.